ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45. Еженедельная планерка в мэрии. Череду привычных перечислений количества спортивных или культурных мероприятий разбавляет опять же тема ЖКХ. Например, градоначальник требует отчета о ситуации с отсутствием газа в некоторых домах на улицах Геологов, Молодежная. Запустить не могут уже не первый день. Магомед Османов требует от профильного управления оперативных результатов, обеспечения доступа в квартиры и все же пустить газ. Или вот, снова поселок Водный. Вчера у нас в поселке Водный был аварийный порыв гидротрассы, когда работы были организованы сразу. В течение 2 часов утечка была устранена. Без теплоснабжения у нас было 8 домов. Когда еще компания подключилась, здесь у нас без проблем. Магомед Османов также заметил, что, возможно, поселок Водный ожидают, что называется, кадровые решения, потому как проблемные ситуации повторяются и контролировать их, похоже, не могут. В продолжении темы ЖКХ отдельное внимание было уделено тем нарушениям, которые фиксируют. Мол, составили акт, а дальше-то что? Кто отслеживает дальнейшую работу с этими документами? Будут ли решениями суда объявлены какие-то санкции? И, соответственно, понесут ли наказание виновные? Кто знает ответ на эти вопросы? Например, по уборке снега. В каком состоянии находятся эти дворовые территории, проезды, это я не знаю. После этого снегопада, который был, такое ощущение, что ни одна управляющая компания не выходила, не убирала, и мы сегодня сидим спокойно. Поэтому вот эти 12 протоколов, которые были у нас составлены на прошлой неделе, из них минимум половина должна уйти в суд. Потому что сегодня оно не устранено однозначно, и мне вам говорить, вы, наверное, сами. Мэр подчеркнул, что на следующей неделе ждет от управления ЖКХ информация о том, сколько протоколов по итогам января было направлено в суд и дальнейшие действия по ним. Дескать, за этим нужен особый контроль, чтобы каждый понимал последствия.